Беженцы с Украины, сколько их в Латвии и каковы их дальнейшие виды здесь и не только. Граждане России, записи на проверки и предписание покинуть латвийское государство, а также смена паспортов и ID-карт. Какова цена вопроса и не появятся ли снова традиционные очереди и наплывы тех, кто не обратил вовремя внимания на срок годности основного документа личности. Вопросов много, будут и ответы от нашей утренней гости. Большое спасибо. Приeks redzēt jūs šeit студия. В нашей студии руководитель управления по делам гражданства и миграции Майра Роза. Доброе утро. Labrīt. Labrīt. От первого лица. Завтра 4 марта, тот день, когда истекает срок пребывания в Латвии тех граждан Украины, которые раньше получили здесь статус временной защиты, но либо забыли, либо проигнорировали призывы подать соответствующие документы. Скажите, много ли таких людей, о чем говорят последние цифры? Pirmkārt, mums jārunā par to, ka apmēram 32,000 Ukrainas civiliedzīvotāji ir pagaidu status un derīgas uzturēšanās atļaujas. Bet ir tādi, kuri pašā sākumā saņēma ilgtermiņa vīzes un saņēma arī uzturēšanās atļaujas, kuru derīgumu termiņu pagarināja līdz šim 4. martam, un viņi varēja uzturēties ar šo te dokumentu, bet viņam derīguma termiņš pašā dokumentā ir beidzies. Līdz ar to šiem cilvēkiem tātad šī 4. martā beidzas šīs tiesības, šī statusa tiesības, šeit Latvijā. Un cik tādu? Apmēram 15,000. Apmēram 15,000 ir tādi, kuriem vajadzētu steidzīgi saņemt derīgas uzturēšanās atļaujas. Как говорит наша гостья, в целом около 32 тысяч граждан Украины получили разный статус, позволяющий им пребывать и находиться на территории латвийского государства. Но у части из них, очевидно, те, кто прибыли на латвийскую территорию во время первого потока войны, в этом первом потоке такой статус заканчивается, и таковых около 15 тысяч, к кому относятся призывы своевременно обратиться в УДГМ и подать соответствующую информацию. 15 тысяч – достаточно большое число, чтобы успеть их обслужить вот буквально за сегодняшний день. Завтра 4 марта. Что дальше? Tālāk ir tās, ka tāpēc arī mēs ļoti labi saprotam, ka tāpat kā Latvijas pilsoņi, arī Ukrainas civiliedzīvotāji visu dara pēdējā brīdī. Un šobrīd vēl dodās 1 mēnesis, lai iesniegtu dokumentus. Un tātad līdz šim te 4. aprīlim mēs pieņemam dokumentus, un tad ievērot to, kas sūta pa pastu šos dokumentus vai iesniedz klientu apkalpošanas centros, tad būs vēl dienas, kad mēs viņus piereģistrēsim. Un apmēram, tas varētu būt kāds 15. aprīlis, ka fizisko personu reģistrā šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem šis status no aktīva kļūs par pasīvu. Tas nozīmē, ka viņam vairs nebūs šis te status Latvijā. Итак, в УДГМ, как говорит госпожа Роза, уже привыкли к тому, что и наши соотечественники, и граждане Украины обычно все делают в самый последний момент, поэтому людям пошли навстречу и дали еще 1 месяц, в течение которого можно подать документы, переоформить этот статус, и это срок 4 апреля. Но с учетом того, что некоторые будут оформлять эти формальности по почте, фактическая дата 15 апреля, и jūs tikko pateicāt, ka mainās статус. То есть фактически с 15 апреля будет изменен статус с активного на пассивное. Каковы последствия вот этого для человека? Tas būs tas, ka cilvēkam vairs nebūs nekādas šīs te palīdzības nevienā iestādē, ar viņam nevarēs, viņam nebūs derīgs dokuments, lai varētu šeit uzturēties. Ja? Tas nozīmē, ka viņš nesaņems kaut kādas sociālās palīdzības un visu pārējo. Tā kā tas tiešām ietekmēs viņa uzturēšanos šeit.
Это очень важно, поспешить и продлить свой статус легального пребывания здесь, на территории латвийского государства, говорит руководитель управления по делам гражданства и миграции, потому что с 15 апреля, если такие документы не будут поданы, то автоматически статус с пометкой «активно» меняется на «пассивный». И каковы последствия? Ну, это означает, что, например, люди не получат социальной помощи, могут быть в какой-то степени выдворены с территории латвийского государства? Nē, protams, nē, tāpēc, ka Ukrainas civiliedzīvotājs jebkurā gadījumā varēs atkal vienalga iesniegt dokumentus, bet viņam būs šis te pārāvums. Un tas, protams, ietekmē cilvēkiem arī šo te uzturēšanos šeit. Это очень важно, как вы только что слышали, ни о каких высылках не может быть и речи, но столь же важно понимать, что будет перерыв, например, в сроке получения социальных пособий и других благ, так что стоит поспешить. 4-й год войны России в Украине уже идет. Поток беженцев в нашу страну продолжается? Jā, mums katru nedēļu ir jauni pieteikumi, tā kā šobrīd arī joprojām ir šie pirmreizējās status pieprasīšanas, tā kā, jā. Поступают заявки практически каждую неделю, и количественно сколько это? Tas nav liels skaits, bet šobrīd es neatceros kaut kādi 500 gadā laikam. Накануне в одном из своих интервью посол Украины в нашей стране призвал соотечественников возвращаться на родину, особенно в те регионы, где не происходят активные военные действия. Скажите, а какими вы видите виды на будущее тех украинцев, которые находятся здесь, в Латвии, которые получили статус, о котором мы сейчас говорим с утра пораньше? Можно ли какие-то выводы сделать на основе тех разговоров, которые порой ведут ваши коллеги в региональных отделениях с этими людьми? Jāsaka tā, ka... Фактически вопрос стоит так, сколько из них готовы вернуться обратно в Украину? Jāsaka tā, ka šobrīd šis process, kad mēs pārbaudām un atkal par šīm te uzturēšanās atļaujām, ka jāsaņem, mēs redzēsim, cik cilvēki vispār ir Latvijā. Jo var būt kādi, kas ir pirms tam saņēmuši šo uzturēšanās atļauju un vīzu, kuru derīguma termiņš automātiski pagarinājās, kaut vai dokumentā tas nav. Ir varbūt aizbraukuši projām, viņi ir arī citās Eiropas valstīs, tā kā mēs redzēsim to īsto situāciju, kas ir Latvijā. Un, jā, cilvēki brauc gan uz Ukrainu apakaļ, un brauc arī uz citām Eiropas valstīm, tā kā es domāju, ka ir ļoti daudziem cilvēkiem šī te vēlme atgriezties pēc iespējas ātrāk, bet, ja viņiem nav māju, tas ir diezgan sarežģīti arī citā vietā uzreiz atrast Ukrainā dzīvesvietu. Итак, в Управлении по делам гражданства и миграции видят желание украинцев вернуться на родину, но порой это очень проблематично, особенно когда война уничтожила твой дом, говорит наш сегодняшний гость. Ну и также госпожа Роза отметила, что нынешний процесс вот этой перерегистрации и подачи документов покажет реальную ситуацию с военными беженцами здесь, в латвийском государстве. Сколько из них уже вернулись назад на родину, в Украину, а сколько, быть может, уехали в другие страны. Майра Роза, глава УДГМ ПМЛП в нашей утренней студии. Теперь о гражданах России. До середины марта многим следует записаться на проверки по языкам. Эту проверку проводят в Центре содержания образования и экзаменации. Но известно ли вам, насколько активно ведется эта запись? Tātad par eksāmeniem mēs, protams, nevaram pateikt, jā, jo tas ir izglītības ministrijas jautājums, bet tas, ka cilvēki iesniedz dokumentus jau arī mums, jo tā otrai grupai, kurai ir jāiesniedz, tas gan ir. Apmēram 1500 jau ir iesniedzis dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, tā kā, jā, tas process notiek arī mūsu pusē jau. Но, тем не менее, есть те, кто не подают документы. Да, вы сказали, что 1500 подали. А сколько в целом должны оформить вот эти юридические формальности? Tātad otrajā mērķa grupā ir apmēram 4500 personas, 4650, bet jāatcerās, ka šī grupā ir diezgan daudz
seniori 75 plus, un tāpēc tie jau ir tie, kas iesniedz dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet ir arī tādi, kuri pat iesniedz termiņu uzturēšanās atļaujai, ka jāsaprot, ka nevarēs nokārtot eksāmenu, varbūt šeit ir laulātais vai tāds kaut kādas ģimenes saites, tad viņi arī formē jau termiņu uzturēšanās atļaujas. Итак, как только что прозвучало в нашем эфире, всего документы должны подать 4500 человек, записаться на такие проверки. Это уже сделали примерно 1500. Почему такая большая разница? Ну, в частности, потому что в этой, так называемой, следующей группе очень много пожилых людей, в отношении которых действуют поблажки, которые фактически не должны проходить такой экзамен. Каково число тех, кто проигнорировал такие призывы, и каковы последствия? Предписания на выезд из Латвии выдаются? Mēs joprojām izsniedzam arī izbraukšanas rīkojumus, jā, bet tie nav daudz. Es tev aizmirsu, man liekas, ka 79 bija. Jo arī pirmajā grupā cilvēki paņēma termiņu uzturēšanās atļauju šiem 2 gadiem, lai varētu tomēr mācīties un nokārtot eksāmenus. Un tie, kas to nevēlējās, ir arī daudz, kas vienkārši ir aizbraukuši paši brīvprātīgi, без изbraukšanas рīkojumiem. Итак, предписания на выезд действительно выдаются, и ориентировочно, как отметила наша гостья, их число составляет 79. Небольшое, в том числе и потому, что люди пользуются такой возможностью, как оформить временный вид на жительство и в течение этого срока уладить все юридические формальности, в том числе и, например, сдать экзамен по языку. Скажите, а вот на этом фоне, видите ли, вы ощущаете намерение, желание обладателей некоторых российских паспортов отказаться от этого гражданства и, быть может, вернуть свой прежний юридический статус, получить либо латвийский паспорт, либо паспорт не гражданина другого государства? Jāsaka tā, ka pēc šī briesmīgā kara sākšanās arī daudz Krievijas pilsoņi tieši aktīvāk sāka naturalizācijas procesu, lai iegūtu Latvijas pilsonību. Tas ir viens. Otrs, tātad šie Krievijas pilsoņi, par kuriem mēs šeit runājam, tie bija kādreiz nepilsoņi, tāda būtībā pastāvīgais iedzīvotājs šeit, tādu statusu apakaļ nav iespējams saņemt, tad vai nu ir Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status, vai nu ir naturalizācija un ir pilsonība. Ir gadījumi, kā Krievijas pilsoņi pieņem citas valsts pilsonību. Ir tāda, kas mums pārformējas jau uz citu, arī tiem, kam ir termiņu uzturēšanās atļaujas, jo tur ir diezgan ierobežots viss, lai saņemtu šeit termiņu uzturēšanās atļaujas, un Krievijas pilsoņi tātad saņem citas valsts pilsonību un iesniedz dokumentus tādā veidā. Bet mēs to redzam, protams. В ОДГМ видят интерес граждан России к получению и прохождению процесса натурализации, но что касается смены статуса, например, отказаться от российского паспорта, получить тот паспорт, который был какое-то время назад, особенно если это паспорт не гражданина, то такое не получится, такое невозможно. Человеку придется либо проходить процесс уже упомянутой натурализации, либо получать гражданство другого государства, что эти люди и делают. А на этом фоне вашим сотрудникам задают вопросы о том, где можно получить помощь, например, для тех, кто намерен и готов переселиться в Россию. Такие вопросы звучат? Jā, un tas ir, protams, Krievijas vēstniecībā ir tāds iespējas šis pārcelšanās process, bet tas ir arī viss, ko mēs varam pateikt vairāk arī kādas ir iespējas, un tālāk jau tas ir tiešām. То есть это те вопросы, которые нужно и можно задавать в посольстве России. И у нас остается время буквально на последний, но очень важный вопрос, который касается, наверное, абсолютного большинства наших слушателей.
Фактически уже весна наступила, совсем скоро в наши двери постучит лето, традиционный сезон отпусков, путешествий за границу начнется, ну и, соответственно, многие, наверное, снова возьмутся за паспорт и увидят, что срок годности этого документа истек. Ожидаете ли вы, что в этом году вот этих сумасшедших очередей, которые мы наблюдали несколько лет назад, когда людям буквально приходилось ездить в Алуксне или Балва, чтобы поменять старый паспорт на новый, в этом году такого больше не будет? Nē, protams, šādas situācijas vairs nav. Īsnībā, jebkurā dienā var arī noformēt, jo ir arī šīs te pieteikšanās attālināti pat rindā, un arī pieraksti ir dažādās nodaļās dažādi, bet es gan gribētu vēl minēt par to, ka īsnībā šogad tiem, kam beidzas termiņš, ir maz. Bet diezgan daudz bērniem beidzas derīguma termiņi. Tas ir gan jāskatās vairāk. Именно поэтому у вас уже своевременно на сайте Управления по делам гражданства и миграции появилось важное предупреждение: не откладывайте это на последний момент. То есть таких ребятишек много, да? Protams, jo maziem bērniem izdod uz mazu laiku, uz 2, uz 5 gadiem, un vecāki to aizmirst paskatīties, ja? Un tad, kad ir jābrauc, un tad ir ko nu tagad darīsim. Un, protams, Bet dienas laikā ir reāli nokārtot, ja nu kas, jo tiešām deg. Ja lidmašīnā ir pēc 14 stundām. Ne? Nu, redziet, tas ir tikai Rīgā, ir iespējams vienas dienas laikā, mēs nākam pretī, bet mēs neaicinām to šādā veidā darīt. Un tas ir, protams, tikai Rīgā, bet tas ir izņēmuma gadījumos, bet mēs ļoti aicinām. Paskatieties laicīgi tos докуменtus, lai var брать. Неужели вы не услышите этот призыв? Родители, посмотрите не только в свои паспорта, но и особенно в паспорта детей. На этой важной ноте мы закончим сегодняшний разговор. Майра Роза, глава Управления по делам гражданства и миграции, была нашей утренней гостью. Paldies par jūsu laiku, par piekrišanu. Būt šeit Latvijas Rādio 4 un droši vien kādu citu reizi arī. Uzticēšanos. Paldies. Напомню, что это и многие другие интервью нашей программы в видеоверсии смотрите на YouTube, Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. Думская площадь. С добрым утром!